Пока одна бригада строителей занята сборкой и установкой вентиляции, другая принимает строительный материал на третьем этаже здания. Аслан Паров возводит крупные объекты уже 30 лет. Погода хорошая, условия есть. Главное, что все нужно сделать на совесть, считает строитель. Строительство новой школы на 320 мест было запущено ровно 2 года назад. К этому времени полностью завершили все монолитные работы, частично установили окна и постепенно готовятся к фасадной части. Всего на объекте задействовано более 20 рабочих на постоянной основе. Сейчас мы ведем работы вентиляционные, проводку, электропроводку, наружную фасадную облицовку начали. И, как вы видите, на третьем этаже кладочные работы, перегородки, наружные стены. Раньше на этом месте располагалась старая школа, построенная в 80-х годах. Из-за ветхого состояния 3 небольших корпуса было решено снести, а учащихся и педагогов распределили между первой и вторыми школами сельского поселения. Преподавательский состав с нетерпением ждет новоселья. Так как мы немножко стеснили вот эти школы своим присутствием, конечно, хотелось, чтобы наша школа отстроилась быстрее, мы вернулись в свою школу и уже много со временем, как говорится, приступили к решению государственной задачи обучения и воспитания подрастающего поколения. Мы с нетерпением ждем строительства своей школы, и для нас это будет большим подарком. Образовательное учреждение строится в 3 этажа с учетом всех правил и стандартов, предусмотренных законом. 3 основных блока – спортзал 2 этажа, актовый зал, пищеблок, классные кабинеты. Во дворе будет спортивная площадка и мини-футбольное поле. Регулярно на место выезжают специалисты Росстройконтроля, чтобы оценить качество выполненных работ. Наша основная задача, чтобы объект, который строился, он соответствовал проекту. Само собой, нарушения бывают, нарушения от стандартов, норм, они бывают. Без нарушения объекта, редко ты встретишь, да и не бывает такого. Мы в ходе работы исправляем все. Основную общеобразовательную школу на 320 мест обещают сдать в эксплуатацию в декабре 2022 года. Учреждение станет еще одним шагом по улучшению качества условий для школьников. Михаил Тангиев, Акрамат Дасхоев, Новости 24.